Теперь я быстро пробегусь по ассортименту, потому что время тик-тик, его осталось не очень много. Для просто понимания обширности ассортимента самого продукта. Да. Спортивная линейка, про которую я уже рассказывал, да, то есть это КАЗы, МАЗы, все дела. Это вот здесь. То есть это ПАО, эстеровые масла, да, то есть вязкости очень много. Вот тот случай, к примеру, да, вот два масла 5В40. Вязкость одинаковая, линейка даже гоночная одинаковая. Но если мы посмотрим спецификация А3Б4. Если вернуться на слайд назад, я могу сказать, что это полнозольное, полновязкое масло. Здесь Асия С3. Полновязкое среднезольное масло. То есть составом эти два масла кардинально отличаются друг от друга. Вязкость одинаковая, составы разные. И если вот это масло отлично работает в новой BMW M5, у которой есть катализаторы еще, в машине 700 сил, там, например, на сток-катализаторах, или пусть стоковые 500 сил, оно там прекрасно справляется, все ему и катализаторы не повреждает. Залить туда при наличии живых катализаторов этот продукт, масло также будет прекрасно в моторе справляться, но катализаторы будут страдать. Понятно, если я завтра с этой М5 вышибу катализаторы, поставлю гоночный выхлоп, настрою всю эту историю, заглушу ЕГР, нашью в ней 800 сил, грубо говоря, мне среднезольное масло нафиг не нужно, я, естественно, буду лить полнозольные продукты, потому что у меня нету этой экологии, там, зачем мне париться-то вообще? То есть, ну, для понимания, да, то есть одинаковая вязкость, но абсолютно два разных продукта. Вот это сделано из конины, это сделано из говядины. Ну, если вот так образно сказать. Проскочим дальше. Самая ходовая, то есть часто используемая линейка Любе, по-другому ее называют линейка OEM Series. OEM это значит разработана под официальные допуски производителей в первую очередь. То есть это говорит о чем? Здесь линейка очень обширная. Ну, в буклетах, я думаю, уже так полистали. Понятно, около 25-27 продуктов разных. При этом в вязкости 5.30 здесь около, по-моему, 16 канистр разных. Вязкость одна и та же, составы разные. Почему? Потому что есть продукты, специально разработаны под те или иные требования. Вот, к примеру, ходовой продукт 5В30. Это топовый топ продаж, он продается больше всего. Его прямой аналог будет, то есть это, ну, допустим, кто с Ликвимоль работает, это будет Азия-Америка. Не Малиген, а Азия-Америка. Азия-Америка классом выше, чем Малиген. Малиген прикольно в зеленый цвет просто покрасили, но по составу он дешевле. Это они на него ценник сейчас задрали, потому что все, уже пора зарабатывать. До этого просто не зарабатывали. Только за счет зеленого цвета. При выборе тех двух продуктов я всегда Азия-Америку возьму, она классом выше, на порядок. Это вот ее конкурент. Он рассчитан на бензиновые моторы азиатских и американских автомобилей. В BMW наливать его я не буду и никому не рекомендую. Потому что оно там не рассчитано работать. Температура рабочая у BMW какая? Нет, по маслу температура рабочая у BMW какая? Не столько, конечно. Рабочая температура масла BMW моторов в среднем 105, 115, 120 градусов. В среднем это нормальная температура масла в моторе BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi и так далее и тому подобное. Это масло рассчитано работать в азиатских, американских холодных моторах, где температура в среднем 85-90 градусов. Поэтому компенсаторы в вашей BMW и застучали. Оно не было рассчитано там работать просто. Вот и все. Или в Mercedes, ну неважно где. То есть все просто. Вязкость вроде правильно налили. Вроде правильно. Мотор бензиновый по API, бензиновый. Но абсолютно никак этот продукт к BMW не подходит. И не потому, что он плохой. Он туда не рассчитан, он там работает просто-напросто. У BMW, не знаю, вот это из курицы сделано, например. У BMW аллергия на курицу. Он привык, баранину хавать. По-любому. То есть очень важный момент тоже. Вроде хотел человек, видимо, сэкономить, но взять 5В30, стопроцентная синтетика, все классно, круто, хорошо. Но не учел, что его мотору блюдо из курицы не подходит. Не потому, что курица плохая. Нет, курица вкусное мясо, я вообще его обожаю. Но просто не подходит он для BMW. Все, масло не виновато здесь было. Просто неправильный подбор. Это очень важный сейчас момент, потому что многообразие моторов сейчас огромное, особенно китайских. Если дальше по китайцам разобраться, да, то в принципе это все европейские моторы. Танк Volkswagen в чистом виде. В полной мере. Что 300, что 500, это Volkswagen. Лейсян, ну, гибрид, китайский, электричка.
Да это BMW мотор, елки. 1,5-литровый BMW мотор, который когда-то BMW в Китае начала производить. Китайцы всю технологию забрали, инженеры забрали, создали то же самое, поставили в Лейсян. Поэтому Лейсян... А? Джак там симбиоз, чуть-чуть Mitsubishi, чуть-чуть Toyota, чуть-чуть Suzuki и немножко Вага сверху еще. Черри, это Suzuki плюс Volkswagen. Кого там еще? Кто? Чанган. Сейчас скажу. Чанган отчасти Nissan, ну чуть-чуть, отчасти чуть-чуть ваговского добавлено. То есть китайцы что сделали? Они всех лучших инженеров с Европы забрали и начали делать машины. Как корейцы в свое время. Корейцы сделали то же самое, только пораньше, лет 15 назад, 20, может быть. Джили — это Volvo. Чистой воды Volvo. Джили владеет Volvo с 2007 года. BYD. Все 1,5-литровые турбомоторчики в китайцах, отчасти это BMW-шные моторы. Да, это китайский мотор, он собран в Китае, на нем BMW не написано, но если его так начать разбирать, вы увидите, что это BMW. Отчасти. Не чистой воды, но основная технология применена BMW. Все всегда говорят, вот самое лучшее, ну почему Toyota любят, не ломается. Ну согласен, но Toyota и не делает ничего. Все моторы 80-х годов разработки до сих пор, в них ничего не поменялось. Ну кроме самых последних, вот, значит, 3.5 битурбо на крузаке 300, 2.4 турбо, Prado 2.5, 250, 2.5 мотор там RAV4, Toyota новых, да, 80-х там и так далее. Это единственное, что Toyota только-только начала разрабатывать. Самые технологичные, самые тяжело нагруженные моторы всю жизнь были европейские. Mercedes, BMW, Volkswagen, Volvo, Citroën, Peugeot, Renault. То есть все европейские производители делают технологию. Toyota просто ничего не делала, поэтому там все 80-х годов там ломаться ни хрена вообще. Ну что, вот у меня вот Hilux, да, 4-литровый. Ну, казалось, 1 GR мотор, да. Это старый 5 VZ, который чуть-чуть расточили, чуть-чуть блоки приподняли ему, головы VTI надели, все, вся разработка. 2.4 Toyota, да я вас умоляю, это, если глубоко разобраться, его там пахан, это этот мотор, 3 SFE. 2-литровый, самый надежный, вот этот, моторище. Ну, то есть Toyota ничего не сделала, просто чтобы там ломалось что-то. Используют по сей день старые технологии, которые просто чуть-чуть облагораживают, и они хорошо работают. Но мощности-то нет у нее. Ну, едет 4-литровый мотор, да. Ну, и даже не в этом вопрос. Если бы сейчас это был Volkswagen Amarok, 3-литровый дизельный, он в порошок сотрет кого угодно. Он дурной, потому что там дури, блин, да, на 3-литровом Амароке, если кто-нибудь дизельном ездил, понимает, о чем я говорю. BMW дизельная 3-литровая. Prado, KZ, чё, кто, кого? Ни один KZ в жизни X5 дизельного не догонит. Объем у моторов одинаковый. А? Нет, я люблю японцев, я сам на них езжу, вот пример яркий. Езжу почему-то на Хайлаксе по трассам, ну да, не, он крепкий, бесспорно, вообще базара нет. Я про то, что инженеры европейские, почему такие требовательные ко всему? Потому что их моторы — это технологическое совершенство. Просто мы это совершенство обслуживать ни хрена не умеем, чаще всего. Относимся к этим машинам как к Тойоте, как к Жигулям, и наши клиенты делают абсолютно то же самое. Он купил на последние деньги себе X5 E70 на, там, не знаю, там, 3-литровом моторе, там, какой, N52, N54, я не помню, честно, N54. А обслуживать-то он не купил, он же не понимает, что очень дорого обслужить этот двигатель. Но если ты его обслуживаешь, он тебе эмоции дарит, он едет круто, и он жрет даже немного. Но чаще всего он его купил за последние бабки, за 7 миллионов тенге, за который Camry 30-ку свою продал в хорошем состоянии, захотелось премиалочки. Покупает себе X5 и такой, опа, дырка в кармане. А где деньги-то взять на его починку, запчасти-то дорогие? Правильно, потому что до него эту машину в хвост и в гриву перевернули, сломали, и никто ее не обслуживал нормально по-человечески, поэтому она и ломается. Хотя любой европейский крутой мотор — это совершенство технологическое. Поэтому и требования к маслам у них выше, чем у всех остальных. Поэтому очень важно при консультации клиента, при продаже им продукта обращать внимание
на все, что написано в технологической карте. Единственное, что дешевые производители часто делают, они хитрят. Они на канистрах не пишут по-честному, что есть одобрение, а что есть спецификация. Вкратце теперь объясню. Да? То есть, французы пишут по-честному. Европейцы, в принципе, чаще всего пишут правду на своих канистрах. Да? То есть, если мы берем канистру, в данном случае мы ее переворачиваем, здесь написано homologation, specification. То есть дешевые производители просто все в кучу пишут, без разделения. Это разрешено сделать, это такой трюк, который позволяет запутать клиента конечного. Потому что азиатский рынок не обязывает разделять эти два понятия. И только паспорт самого масла, или по-другому ТДС, может хоть как-то правду раскрыть. Что значит homologация? Homologация значит, что масло прошло полный цикл испытаний в той или иной лаборатории или того или иного производителя. Например, вот здесь продукт, да, Любе DE. Homologation 504-507 Volkswagen, BMW Long Life 04, Mercedes-Benz 229-51, Porsche C30. И Specifications ASEA C3, APSN. Что значит эти буквы, цифры? Homologation — это значит, масло попало в лабораторию этих производителей, прошло весь цикл испытания, и теперь Volkswagen официально заявляет, мы разрешаем лить это масло в наши моторы. И машина при этом останется на гарантии. В любой точке мира. Казахстан, там, не знаю, Узбекистан, Африка, Монголия, неважно. Везде, где есть официальный представитель марки, официальный дилер, машину не имеет права снять с гарантии, если у масла есть официальный допуск. Я владелец 2 новых автомобилей, я езжу к дилеру менять масло, чтобы машина оставалась на гарантии. Но я приезжаю со своим маслом, и машина у меня остается на гарантии. Они не имеют права меня снять с гарантии. По одной простой причине, Chery требует по допуску API SN не ниже, чем API SN в вязкости 5.30. Я приезжаю с этим продуктом, официальная homologation API SP, все, масло соответствует требованиям. Один раз я привез с собой просто ТДС-ку, отдал, говорю, если вам в архив, чтобы если вдруг вопросы какие-то ко мне будут. Он говорит, нет, ничего не надо, я вижу, на канистре написано, пометку в заказной ряде просто пишет, клиент привез масло с собой. Все, машина на гарантии, никуда не снялась. Но если бы я примерно, допустим, привез вот это масло в Chery, а здесь в спецификациях описано, это значит, что масло эти homologации не проходило. Но в данном случае это и не надо было, масло было разработано для немецких моторов. Вот эти все требования куда выше и требовательнее, чем ASEA и API вместе взятые даже. То есть, соответственно, его делали не для Toyota, его делали для Porsche, Volkswagen, Mercedes, BMW. Если я приеду с этим маслом, вот дилер меня снимет с гарантии нафиг. Потому что у масла официального именно API нету, ему пофигу на Volkswagen. Chery вложила большой на это все. Но Volkswagen меня с гарантии не снимет. Mercedes меня не снимет. То есть, что делают дешевые производители? Они чаще всего никакую homologацию не проходят, они просто пишут все эти спецификации у себя на канистре. А спецификация — это значит, что, братан, зуб даю, подходит. И оно, может быть, это и подходит. Никто не умиляет, в смысле их усилий, да, то, что они сделали, и оно, может быть, такое и есть. Но гарантий никаких нет. Здесь вам гарантию дает сам Volkswagen, BMW, Mercedes и Porsche. Они гарантируют, что масло мы проверили. Это не так, что ты просто привез такой. Я вот это нажал, да. Это не так, что ты привез такой, типа, ребят, пожалуйста, проверьте масло по-братски. Нет, это долгий процесс и очень дорогой. Конечно же, это потом ложится в стоимость продукта в том числе. Один допуск Мерседеса на один продукт на 2-3 года стоит порядка 200-300 тысяч евро. Куда эта цена ляжет? Конечно, она ляжет на продукт. Ее же надо отбить потом. Но теперь производитель с уверенностью говорит, ребята, Mercedes отвечает. Можно зайти на сайт Mercedes, где есть листы допусков, bvo.mercedes-benz.com, найти допуск, например, 229-51 и в списках найти масло Яку. Все. Это гарантия того, что масло действительно соответствует. Теперь понятно, что эти буквы значат? Просто обращайте в дальнейшем внимание на канистры. Если производитель не делит homologation specification, значит, он уже где-то хитрит. К примеру, многие любят бренд Бардаль. Люблю, уважаю, канистра красивая, но у них ни одного допуска нет вообще. Ни API, ни ASEA, ни уж тем более производителей. Ни одного допуска.
У Лукойла допусков, Лукойл это огромная корпорация. Это корпорация, которая, больше вашего города это завод. На ней работают там, не знаю, десятки тысяч людей. Это огромная махина. Допусков там побольше, чем у европейцев даже бывает. Лукойл это хороший бренд. Он может сделать любое масло. Представляете, это нефтехимическая корпорация, добывающая нефть, делающая базу, еще и варящее масло. Лукойл это хороший бренд. Просто сравнивать Лукойл Люкс, да, и топовый европейский продукт стрёмно. Это неправильно. Лукойл Genesis классно. Но он стоит как европейский продукт. Литр. Там уже разницы как будто бы типа и особо нету. Потому что да, действительно масло соответствует, да, действительно круто сделано. Да, действительно оно и стоит, поэтому там 4,5 тысяч тенге за литр. В розницу. Я думаю, что сильной разницы как таковой нету. Конечно, мне никто это как есть не расскажет. Почему? Во-первых, Казахстан базу все равно не делает. Здесь локация завода только находится. У тебя есть химический процесс. Вот у тебя пришли компоненты. У тебя оборудование настроено варить. Там автоматика все делает. Там ходит только инженер. По инструкции кнопки нажал, все, запустил процесс. Я думаю, что отличий нет. Просто выгодно было поставить завод здесь. Он у нас около Алматы стоит, в Байсерке. Там, в смысле, от Алматы 30-40 километров, не знаю, плюс-минус. Поэтому, я думаю, большой разницы нету. База у Лукойла та же самая. Они все равно свою базу сюда привозят, просто привозят ее сюда вагонами. Когда европейский производитель где-то в другом месте производится, вот там разница все-таки бывает. К примеру, Матюль сейчас производится весь во Вьетнаме. Так, на всякий случай, да, если вдруг кто не знал. Хорошо это или плохо, не знаю, на самом деле. Время покажет, потому что это недавно начало происходить. По одной простой причине, у Матюля нет своего завода. Несмотря на то, что это крутой бренд, мы сами им занимались. Я его очень люблю. Это классный бренд. Но мы, когда им занимались, он был только французский. Сейчас он и где только не производился уже. На данный момент Вьетнам. Потому что... По гарантии машины. Вот, например, я заливал масло. Например, я, со всеми допусками. Как доказать, что я залил якорь? Я приезжаю к ним, они мне его заливают. Да, обслуживать машину ты обязан у дилера. Чтобы была запись, что машина заехала, что ты обслужился. Ты привозишь, даешь ему так канистру, говоришь, ребята, работа ваша. Да, дорогая, правда, жуткая, это зубами скрипеть охота. Еще раз, как? Вообще, если по закону, дилер, по идее, не имеет права снять. У нас просто лазейки чуть-чуть в казахстанском законодательстве, что очень хитро написано в бумагах, когда ты машину приобретаешь, что ты обязан обслуживать машину у дилера. Вот они это хитро просто сделали, но обязательно лить масло их не получится у них. Они прописали, обязан обслуживать там. А в любой другой стране мира, да, ты можешь любой официальной какой-нибудь точки приехать поменять, где будет описание того, что налили, официальная печать, чеки, бумаги, там, заказ на ряд, машину не снимут с гарантии. Но вот в СНГ очень хитро просто сделали, прописали обслуживать. И все мы эту бумажку подписываем, покупая автомобиль просто. Именно в этом центре, да? Нет, я могу черри обслужить в Астане у дилера. Любого дилера, неважно, кто это будет. Если, не знаю, там в Костанае это какой-нибудь Тарлан Моторс, то в Алмате это там Майкар, то, я не знаю, в Актюбе там кто, да. То есть без разницы, у официального дилера этого автомобиля. А как он называется, разницы нет. Я могу его и, не знаю, в России обслужить. К сожалению, нет. То есть ты можешь взять у Рикимоли масло с официальным допуском, который тебе требуется, приехать к дилеру, поставить эту канистру и обязать его заливать твое масло. Вот. А по практике, кроме тебя, есть, которые... У меня все друзья так делают. Да? Конечно. Я не один такой просто. На них можно в суд подать просто. Никто не хочет заморачиваться, вот и все. Могут чек попросить. То есть, допустим, меня дилер Майкар вообще ничего не просил. Он сказал, все ок. Один раз я менял масло у дилера Черри Ташкентская, Раймбека. Это другой дилер, другая компания вообще, да, то есть не Майкар. И мне приемщик говорит, нам надо
паспорт масла, ну, ТДС-ку. Ну, пожалуйста, я говорю, хорошо, зайди на сайт, говорю, я тебе скажу, куда зайти. Нажми скачать, скачаешь, распечатаешь. Ну, то есть на любом официальном сайте, ну, производителя масла всегда прикреплена к продукту Technical Data Sheet, то есть это его паспорт, где все четко написано, что с чем едят, то есть одобрение, спецификации, тех характеристики, описание продукта и так далее, тому подобное. Я говорю, распечатайте, говорю, пожалуйста. Ну, я говорю, если это сложно, ты мне номер WhatsApp скажи, я сейчас сам на сайт зайду, документ сохраню, тебе отправлю. То есть он скачивается, он в открытом доступе, ни для кого не спрятан, не закрыт, ничего. Да, это не секрет, это паспорт продукта. Кому недостаточно надписи на канистре, ну, может потребовать бумажку. Бумажка есть, на, пожалуйста. Да, может потребовать, если очень вредный дилер попался, типа чек, что ты его купил официально в официальной точке продаж. Естественно, в этой ситуации то место, где ты его приобрел, должно иметь кассовый аппарат, выдавать чеки, да, выдавать товарную накладную, да, и иметь статус официальной точки продаж условно этого бренда. Ну, кто работает официально, проблем с этим нету. Это легко и просто. Я только за услугу плачу. Ну, там в зависимости какое ТО, они же там типа диагностика ходовки, там протирка дворников. Нет, я должен ТО пройти. Просто из списка ТО, так сказать, расходники я привожу свои. Я фильтра свои привожу, масло свое привожу, я плачу им только за работу. Там ТО-3, например, что-то 20 тысяч, что ли, стоило. Ну, это типа компьютерная диагностика, диагностика ходовой, там, я не знаю, протереть внутренности воздушного фильтра, что-нибудь там делать, я понятия не имею, но мне это не интересно. Это не мои проблемы, это их проблемы. Машина ТО проходит, машина на гарантии, и в ближайшие 5 лет они от нее не отвертятся никаким боком. Ну, я ее, может, скорее всего, поменяю уже, но это уже не важно. Она все равно будет на гарантии. Вот так понятно? Касаемо линейки, я по ней давайте быстренько пройдусь. Она очень большая, я про каждый продукт хотелось бы рассказать, но это еще пару часов туда займет, это долго. Это я только начал. Это первая страничка была. Первая линейка, это была красные канистры, да, вот они на одной страничке. Линейка Любе, раз страница. Здесь масла для Азия-Америка, немецкие. Вот 0В8, пожалуйста, 0В16, 0В20, Азия-Америка. То есть то, что для китайцев многих подходит и так далее. Кроме Geely. Geely это Volvo, помним, да? У них свои моторы. Линейка дальше. П. Peugeot, Citroën чаще всего, ну а также Лейсяны. Почему? Потому что здесь есть спецификация ASEA C2. Это то, что требует Лейсян. Вязкость 0В30, C2. Это же требует танк 300, танк 500 и еще большое количество автомобилей. Линейка F. Jaguar, Ford, Land Rover. Чаще всего, да, то есть большое количество продуктов здесь. J. Jaguar, R. Renault, RNFR. Французы. То есть, ну, здесь много машин разных заложено, но факт, основное сделано в первую очередь, сделано для французского мотора. То есть особенность этой линейки в чем? В том, что каждый продукт идеально подобран под того или иного производителя. То есть не универсально, а идеально. То есть костюм, как говорится, классик, а есть боди. Вот боди прям четко, да, по талии сидит. Мне боди нельзя носить, потому что мне не позволит его одеть. Мне надо поэтому спортивное, большое что-нибудь. Вот, это чтобы костюмчик сидел просто как влитой. Универсальная это такая классика, которая, знаешь, на и толстого, и худого оденется там, в принципе. Подчеркивать ничего не будет. W, Volkswagen. V, вот она, Volvo. D, это новые, значит, Opel, Range Rover в том числе. BM 12, BM 19, BM 17, это BMW. Тут даже вот он как значок, видите? Ну, то есть они своего рода завуалировали значки автомобилей в своих этикетках. То есть если начать присматриваться, ну, их как-то можно разугадать. Понятно, гибрид больше нарисован так. Это американские и немецкие моторы, ну, больше на мотор Honda похожи, нарисованный. Ну, и так далее, и тому подобное. M – это Mercedes, RN – это Renault. Это только линейка Любе. Я с линейкой Любе закончил. Далее линейка VX Premium. Это как раз универсальный костюм, который подходит много кому, то есть при этом всем оставаясь очень сильной стопроцентной синтетикой. Все, что выше цифры 1000 в этих линейках в бренде Яко считается, что масло стопроцентное синтетическое. 600 – это обычная синтетика, 500 – это практически синтетика, то есть полсинтетика назвать нельзя,
но масло больше свойств синтетических, нежели чем полусинтетических. 300 полусинтетика, 100 минералка. Просто по цифрам запомнили, ну и зафиксировали в голове. Все, что выше 1000, априори 100% синтетика. Тоже много разных продуктов. Самый ходовой это VX1000 LL540. Он есть практически везде, у всех, у каждого, потому что это один из самых ходовых продуктов. Его очень любят бэмвисты. То есть много BMW сервисов у нас на нем сидят. Субаристы его обожают. Ну и в принципе продукт себя очень хорошо зарекомендовал на протяжении многих лет уже. Далее линейка. Немножко съехала. Линейка просто VX. Это тоже универсалка, чуть побюджетнее, чуть попроще, потому что уже не имеет официальных допусков. Если VX Premium имеет большое количество официальных допусков, то линейка VX считается бюджетной, ну, чтобы просто цена была пониже. И здесь продукты мы возим основное VX 600, как я сказал, 600 это просто синтетика, и VX 300 это полусинтетика. Вкратце, что это значит? То есть масло считается просто синтетическим, когда в минеральной базе содержится больше 31% синтетической базы. Масло можно назвать синтетическим. А 100% синтетика говорит о том, что минеральной основы в этом продукте нету. То есть некоторые производители хитро пишут на канистре full synthetic. Full synthetic не обязывает делать 100% синтетику. Только надпись 100% синтетика заставляет производителя делать базу 100% синтетическую. И никак иначе. Полусинтетика это когда в минеральной базе от 10 до 30% синтетической базы. Ну, минералка, понятно, да? То есть синтетическая база обычно не содержит. Но это для понимания тоже уловок маркетологов, надписей на канистрах в том числе. Далее линейка специально для классических автомобилей, мы ее тоже возим в металлических канистрах. Это классические машины 30-х, 40-х годов, то есть очень-очень старые машины. Можете здесь понять, API-SB. Очень старый допуск. Ну, то есть есть у нас коллекционеры, которые эти масла приобретают. Иногда даже для красоты канистры покупают, потому что они просто красивые, что немаловажно. То есть для антуража вот... А? Фигню она там стоит, что-то 1010, 11 может. Но это настоящее масло там, ну, не просто бутафория. То есть это масло сделано в металлической 2-литровой канистре, то есть там 2 литра. Яко это, кстати, по-моему, единственный бренд, который по сей день производит 2-литровую канистру. Это дань истории. Раньше во всех машинах, мотоциклах, любых технике, ну, малой габаритной, в багажнике или под капотом была такая корзинка, куда ставилась вот такая 2-литровая канистра этой формы именно, застегивалась на ремешок, и у тебя всегда с собой было масло на доливку. Яко единственный бренд, который по сей день чтит историю и делает 2-литровую канистру. Типа нахрен бы она нужна была, но они вот такие, знаешь, любители истории. И эта тара есть только у них. Это еще одна причина, почему подделывать этот продукт смысла вообще никого нет. Очень много грузовых масел, перечислять не буду. Единственное, покажу, что да, то есть особенность 10-40, 10-40, 10-40, 10-40, все разные 10-40. Составы разные, для разных грузовиков, разных видов техники. Про 15-40, там 10-30, 5-30 и так далее тоже целый огромный список. Масла для агротехники, обширные, да, то есть и универсальные, и чисто моторные, гидравлические, трансмиссионные и так далее. Садовая техника, отдельный пакет масел. То есть тоже у садовых масел есть своя особенность. Ну, я не думаю, что сейчас заморачиваться буду сильно, да. Масла для цепных пил специальные, тоже отдельный продукт. И отработка, которую мы льем в цепную пилу, это уже изначально неправильно, убивает цепь. Поэтому ее точить приходится или менять постоянно. Отработка не работает. Она разлетается и цепь перегреваться начинает. Эти масла липнут, как смазка для цепи мотоцикла идет. Вот это принцип тот же работает. Далее, трансмиссия. Я люблю бренды, у которых одно и то же масло разлито в 40 разных канистр. Обожаю вообще этих ребят. Почему? Потому что, по сути, если мне сейчас начнут про допуск Toyota T4 или VS рассказывать, я вам скажу, а такого допуска не существует. Это торговое название масла Toyota. Toyota делает коробки? Нет. Кто делает Toyota коробку? Mercedes делает коробки? Нет. Кто делает Мерседесу? ZF. BMW то же самое. Range Rover то же самое. Nissan делает коробки? Или Джатку, да? Или Джатку. Никто из автопроизводителей коробки передач не делает.
Они всего лишь заказывают технические параметры коробки передач. Но масло-то свое продавать тоже хочется в дилерских центрах, да? На ТОшках особенно. Замена масла в коробке-то, как денег стоит много. Да? Заглядывали хоть раз, сколько замена ТО, замена масла в коробке стоит? Я один раз посмотрел, закрыл сразу страничку, потому что там за 1 литр просят сумасшедших денег. Но особенность в том, что Toyota не производит масло. Хопа. Mercedes производит масло? Ни один производитель моторов, машин масло не производит. Для этого им придется построить еще один завод. И они что делают? Правильно, они идут на завод. Если вам Toyota в металле приходит, то это, наверное, Eneos, скорее всего, Япония, или подделка. Если это пластиковая серая канистра, это там, скорее всего, Бельгия будет. Скорее всего, это будет завод Wolf Corporation в Бельгии. Если приходит черная Toyota канистра, это ExxonMobil. Можете пойти Mobil купить, то же самое. Американский. То есть ни один производитель масла не делает. Так же, как и все эти коробочные допуски, это всего лишь торговое название масла, чтобы его было удобнее приобретать. Масла, у которых прописан огромный список, часто называют мультик. Да? Мультимасло. Мультик. Да все просто, на самом деле. Почему мы привыкли еще по Декстрону разговаривать? Да? Нам Декстрон 3 надо, это Декстрон 6. Потому что General Motors — это первая компания в мире, которая создала коробку передач автомат. Заставила внутри все эти пакеты фрикционов работать, да, и поняла, что нужно трансмиссионное масло, которое будет работать и смазывать, и одновременно склеивать, не позволять проворачиваться пакетом фрикционов. Поняли, диском, да. Поэтому мы привыкли говорить Декстрон 3, Декстрон 6 там, и так далее. Toyota, чтобы продавать больше своего масла, когда выпустила там какую-нибудь машину, говорит, на щупе написано Т4. Это Т4, это значит масло класса Декстрон 3. Все. И достаточно просто начать открывать технические параметры продуктов. ТДСки доступны для всех на всех сайтах качественных производителей. Я не говорю про Дишман, который там сейчас много турецких масел, там арабских масел, да, и фиг вообще поймешь, что у них там происходит, они там все подряд, у них и 3 и 6 Декстрон вместе получается. Я говорю, как? 3 Декстрон по вязкости, чтобы вы понимали, пусть это будет 5,30, к примеру. 6 Декстрон по вязкости это будет 0В20 по жидкости. Допустим, сейчас появился Декстрон ULV называется, Ultra Low Viscosity. Это, назовем его так, пусть Декстрон 8, например, да? Или Декстрон 10 его еще по-другому называют, потому что он для 10-ступенчатых коробок передач, типа Cadillac, Ford, там, новые коробки. Оно по жидкости 0В8. Именно по жидкости. Потому что в коробке много каналов, и жидкости нужно успевать везде. 10 передач, прикинь, да? Как быстро там это масло должно летать по всей системе. То есть, допустим, конечно, ничего страшного не случится, если вы густое масло нальете в современную коробку, да, то есть ей просто тяжело будет толкать масло, переключать, со временем она устанет и начнет помирать. Но если вы в старую коробку нальете более жидкое масло, скорее всего, она вообще может никуда не поехать сразу. То есть может и поехать, а может и не поехать. Почему? Потому что давление внутри не создастся, слишком жидкое масло для этой старой коробки. То есть надо тоже просто придерживаться того, что требует производитель. Toyota обычно пишет по своим принципам. Вот, пожалуйста, Toyota Т1, Т2, Т3, Т4 вязкость имели одинаковую. Единственное, что чем выше была циферка у Toyota, тем более качественная была масляная база. То есть Toyota тип 4 считается синтетическая база, более чистый продукт. Декстрон 3 обычный, вообще это минералка. Декстрон 3G, 3H это уже идет синтетика. То есть в данном случае ATFX это 100% синтетический продукт, который подходит, пожалуйста, Toyota, вот те Suzuki, Subaru, Mercedes-Benz, MAN, там Kia, вот Jatco, пожалуйста, прописано Jatco, это производитель коробки все-таки, да. Вот тебе Aisin Warner коробки Toyota, вот тебе Ellison, ATF, Mitsubishi и так далее, и тому подобное. Плюс этот продукт имеет у себя присадки для гидроусилителя, PSF-ка. То есть не каждый третий Декстрон можно использовать как PSF-ку. Часто бывает, что третий Декстрон вместо PSF-ки все время льют. Либо покупать отдельную PSF-ку, да, специально, там, типа, чтобы ее легче продать было. Есть масла, которые в себе присадки содержат для именно ротора гидроусилителя. То есть там, где очень высокая пара трения и большое пенообразование. То есть это масло не пенится. Обычный третий Декстрон может запениться в гидроусилителе. Потому что ротор, если кто-то гидрач разбирал, видел, да, там
Ну, короче, ты понял, да? Уже под вечер просто сложно разговаривать. Ну, да, что-то типа. Далее, ну вот как раз третий декстрон на минеральной основе, вот он уже присадок для PSF не имеет. Это чисто коробочное масло. То есть предыдущий продукт имел, этот не имеет. Ну, он поэтому дешевле. Все просто. Потому что иногда это не надо. XFE, шестой декстрон. Есть особенность, он синего цвета в довесок еще. Почему? Потому что он раньше был красный. Вообще цвет трансмиссионных масел — это всего лишь краска. Их можно красить хоть каждый день. В любой цвет, какой хотите. Сейчас я тебе на примере покажу. Вот запомни, как лист выглядит. Запомнил? Все запомнили? Смотри, хопа. Красная. Просто немцы обычно приходят, ищут ПТС именно зеленый там, желтый. Потому что оригинальный производитель жидкости типа ZF начал в синий цвет красить свое масло. На заводе начал так заказывать. Ну и все начали красить тоже в синий. Если, например, машина приедет с синим маслом, да, ну, будет делать замену частично, мы можем, да, краску? Если оно совпадает по требованиям, если в паспорте масла прописано, что оно подходит, конечно. Цвет может некрасивый получиться, а тогда. Еще один вопрос. С задней стороны этих канистров мы можем, да, также Вот это все на канистре, конечно, нет. Надо просто либо один раз распечатать себе. Она на сайте доступна. Я могу сейчас это же самое на сайте открыть. Открыть можно с телефона, можно с компа, просто или распечатать себе как лист, да, подбора. А можно просто подбором воспользоваться электронным. То есть зайти, выбрать марку автомобиля, модель автомобиля, год, объем и так далее. Да, на официальном сайте yako.com. Ну вот в случае с Яко. Не нравится Яко, зайдите, ну, хотите на Ликвимоле зайдите, там, по аналогам подберете потом. Важно научиться между собой сравнивать продукты и подбирать правильный аналог всегда. Ну не нравится красный, я вам желтый дать могу в конце концов. Вот на нем, видите, он по-другому называется, по буквам, цифрам вообще ничего не поменялось. Все просто. Никто не заморачивается на трансмиссионном масле внутри. Заморачивается на то, чтобы маркетингово продать. Ну классно, Z8 9HP. Все, владелец 9-ступа пришел на спокойном. Написано 9 HP. Ну, типа, все идеально подходит, классно. Ну, маркетингово работает, фактически все то же самое. Ничего другого не придумали, ну, кроме вот нового продукта. Видите, как он сильно отличается надписями. ULV, Ultra Low Viscosity, потому что это идет Ford Mercon ULV, либо Dextron ULV ATF. То есть не Dextron 6 уже даже, а ULV, Ultra Low Viscosity. Ультра низкая вязкость. Это новый продукт совершенно. Вот это да, это новый продукт. Все те предыдущие — это разная этикетка и разный цвет. CVT, вариаторы, DCT, мокрые роботы, которых сейчас полный двор, все китайцы, поголовно. Китайцы тоже, кстати, робот не делают, если вдруг что, для них это делает компания Getrack. Полный привод у всех практически китайцев. Муфта Haldex стоит, она же у вас на Audi, Land Rover стоит, там Mercedes, не, на Mercedes не стоит, вру. Volvo, Range Rover, VAG, везде стоит Haldex. Haldex — это название муфты полного привода, который производит компания Borg-Warner. Вот и все. То есть Volkswagen тоже не делает этот полный привод, он покупает его Borg-Warner. А Borg-Warner еще и турбины, кстати, делает. Классные, гоночные, мне очень нравится. И для грузовиков в том числе. Яко ДА, зеленая жидкость гидроусилителей, зеленка, кому как удобно ее называть. 100% синтетика. ЛШМ-ка — это минеральная история для более очень старых машин чаще всего. Либо бывают гидроподвески еще. В Toyota не совсем рекомендую использовать. Тойотовская жидкость — это больше такая гидравлика прям. И иногда проще эти 2,5 литра купить просто в оригинале, они не очень дорого стоят. Быстренько по трансмиссии механической, да, то есть цифры совершенно другие, в отличие от масла. Долго мучить не буду. Могу спрашивать, да, вот чем они от моторки отличаются, почему там 0W, а тут там 75W. В первую очередь для того, чтобы не перепутать. Все просто. Да, начинается обычно предположение, ну там трение, там температура другая, там еще что-то нет. В первую очередь, чтобы просто не перепутать. Не забываем, что эту классификацию САЕ придумали в Америке в начале 900-х годов. Ну, а американцы, как люди, любящие судиться очень много, страхуют себя отовсюду, даже здесь. Ну, это уже больше 100 лет, поэтому все так работают. Тоже низкотемпературная классификация и летний класс вязкости, чаще всего обозначающий рабочую температуру масла данного класса.
То есть 75-90, 90 рассчитано работать, что в редукторе чаще всего не выше 90 градусов. Это обычная рабочая температура редукции. Да, грузовики там 75-140 могут, 80-140 и так далее. То есть это уже технический параметр. Первый параметр, чем ниже циферка, тем масло более легко вращается зимой в особенности. То есть позволяет паре трения легче тронуться с места. Редуктор, сколько бы вы машину не грели, хрен он там что согрелся. Он никак не завязан ни с чем, он согреется только когда вы поедете. Но при этом всем кажется, ну тогда я буду 70W всегда себе наливать. Ничего подобного, летом могут возникнуть проблемы, потому что слишком жидкое масло не создаст достаточно нужный масляный клин. То есть в редукторе есть пятно контакта, там металлы друг друга касаются. Но если масло сильно жидкое и стекло, первый старт может начать редуктор по чуть-чуть рассыпать. То есть поэтому тоже надо всегда придерживаться тому, что попросил производитель. Второй параметр – это классификация по API. Ага. Возможно, сейчас выходит 75 просто W. Если перевести на другой язык, это будет 75-75. Поэтому смысла писать этого нет. Я бы оно не универсальное. Оно не совсем. Я его сейчас подробно тоже покажу, потому что оно есть и у нас, оно есть 70W. Сейчас новые роботы, корейские особенно, типа новая Sorento, Hyundai Kona, кто там еще, Santa Fe с Кореи особенно, которые, у них робот делится на две части, и в одной из этих частей льется масло вязкостью 70W. То есть не 75W, как у многих, а 70W. То есть часть мехатроника в механическую часть, по-моему, да? Дэн? Да, по-моему, я просто не помню, механическую либо в автоматическую часть, там, ну не суть, не важно. Вторая классификация – это API, GL4, GL5. GL4 говорит, что у масла есть присадки для мягких металлов, такие как медь, латунь там, и так далее и тому подобное. GL5 говорит о том, что у масла есть присадки противозадирные, то есть те, которые работают в паре трения, то есть на шестеренках. Много сейчас масел совмещенных, то есть GL4, GL5. Говорит о том, что в масле есть и те присадки в том числе. Есть продукты чисто GL5. Вот если вы чисто GL5 нальете в механическую коробку передач, вы синхронизатором пока скажете в ближайшее время. Потому что, не имея присадок, работающих с цветными металлами, масло его просто уничтожит ваши синхронизаторы. Если вы в задний редуктор зальете чисто GL4 без GL5, готовьтесь, что шестерни тоже разлетятся. Потому что противозадирных присадок у этого продукта нету. То есть всегда надо правильно подбирать тот или иной продукт для трансмиссии механической в том числе. Механическая это значит либо механика, либо это роботизированные коробки передач. А робот это что? Это механика. А внутри, если робот разберете, это механика. Просто у него есть мехатроник, который за вас переключает передачи и нажимает сцепление. Все. В остальном это такая же механическая трансмиссия, поэтому робот на самом деле очень крепкий. У него чаще всего из строя может выйти сцепление, как и на обычной механике. Вот парадокс. Я роботы люблю. Я вот, например, предпочту, у меня и так машина, вот две машины на роботах. Да, тойотовский робот я не хочу, как на Короле был, это дерьмо собачье. Ну, это неудачная попытка сделать у Тойоты робот, после чего она от этого отказалась и продолжила ставить автоматы и вариаторы. Вот. А китайские роботы классные, они же ваговские роботы охеренные вообще. То есть пушка, пулемет. Большая линейка трансмиссионных масел, 75, 140, 75, 90 с приставкой LS. LS это говорит о том, что масло для самоблоков, то есть LSD. Low Limited Slip Differential, то есть дифференциал ограниченного скольжения. Попросту говоря, блокировочка. Если нальете масло без присадок для этих фрикционных дисков блокировки, вы, скорее всего, скажете «прощай». Будет очень дорого, больно, и перестанут два колеса вместе крутиться, будет одноколесный дрифт боком. Ну, то есть не будет второе колесо просто вертеться. Это не на многих машинах есть, конечно, но тем не менее. 75-90 BWX 1000, как я говорил до этого, 100% синтетика априори. 600 синтетика, 500 практически синтетика. Вот они, FE, Fuel Economy, то есть низковязкие масла, 75W, 70W. То есть здесь нету второй циферки, как я говорил до этого, потому что они работают несколько в другой среде. Это раздаточные коробки передач, некоторые механические коробки передач, такие как Volkswagen Polo, Rapid, там, я не знаю, Lada Granta, в конце концов, кстати, 75W для себя просит. Не 75, 90. 75W, более жидкое масло.
Но многие просто 75W льют, а потом зимой удивляются, что ж там так хреново переключается. Ну, только туго она идет туда, потому что масло уже неправильно налито. Почему именно гранат? Ну, Приора, ладно. Свежие коробки «Жигулей». Ну, пусть будет так. Потому что они разработаны Рено. Ну, помним, да, что Лада с Рено — это очень-очень долгий совместный процесс. Лада Ларгус особенно. Вот первый Ларгус, который на реношном моторе, охрененный Ларгус, хрен уничтожишь его. Следующий Ларгус на вазовском моторе — это дно собачье, вечно ломающееся. Вот на Рено моторе было хорошо, потом стало не очень. Вот, далее трансмиссия, ну, такие вязкости 80, 90, 75, 80, ну и так далее, да, их достаточно много, в том числе грузовая техника, которая, вот 75-80, казалось бы, да, в автомат льется грузовика. У автомата грузовика такие требования. А вязкость механическая. Особенность всегда продуктов. Быстро пройду про мотолинейки. Никто мотолинейкой не занимается? Ну и не торгует, или торгуете тоже? Ну, для понимания просто быстро проскочу, да, то есть вкратце. То есть основное деление мотолинейки, естественно, это двухтактные масла, четырехтактные масла. Ну, думаю, это все прекрасно понимают, да. Особенность, единственное, четырехтактных масел мотоциклетных, особенно, то есть то, что моторное масло, оно же трансмиссионное. У тебя мотор с коробкой в одном корпусе. И одним и тем же маслом занимается, то есть там одно и то же масло. У тебя сцепление купается в масляной ванне, вот здесь же работает мотор, колено, которое выкрутит, а масло одно и то же для всего. В этом особенность мотоциклетных масел, поэтому они более технологически сложные и дорогие. Ну, как относительно дорогие. То есть все в этом мире относительно. Плюс у масел Яку есть официальный сертификат качества FIM, это Федерация мотоспорта, мировая. То есть это один из немногих брендов, у которых этот знак качества отличия есть. Он далеко не у всех есть. Это его сложно получить на самом деле. Масло может использоваться во всех чемпионатах мира в любой стране мира. Гоночная линейка, задерживаться сильно не буду. Гражданская линейка 1000 стопроцентная синтетика, 500 приближенная синтетика, это касаемо четырехтактных масел. Двухтактная синтетика, полусинтетика, минералка, специальные коробочные масла, масла для скутеров, двухтактная синтетика, полусинтетика, квадроциклы или АТВ, ну это эти баги, АТВ, УТВ, да. Снегоходы, пожалуйста, тоже двухтактные специальные смазки для цепей, то есть для внедорожных, дорожных мотоциклов и смазка для воздушных фильтров. Далее вилочные масла, полный ассортимент в вилку. Водные масла тоже двухтактные, четырехтактные. То есть начиная от 10-30, заканчивая 25-40, это для четырехтактной техники. Двухтактная, соответственно, синтетика, полусинтетика, минералка. Масла для двигателей, которые внутри катера стоят, большие дизеля, огромные, да, то есть для гоночных катеров. Трансмиссионное масло для тоже, винтов, для редукторов. Аквасмазки, то есть несмываемые для подшипников. Авиамасло, о котором я уже говорил до этого, рассказывал, да, то есть тоже есть, мы его тоже возим, тоже продаем. Авиаклубы у нас тоже есть, люди у нас летать тоже любят. Далее, тему быстро с антифризом прогоню. Вообще частая история, да, то есть когда, что мы знаем, красный, зеленый и все на этом, да. А принцип работы антифриза от цвета вообще не зависит, это краска. Антифриз изначально прозрачный, потому что он делается на основе спиртовой, моноэтиленгликоли, это спирт. И добавляются уже пакеты присадок, антикоррозионные, противопенные, да, то есть и так далее и тому подобное. Но у антифризов как раз таки первое основное отличие — это пакеты присадок, из чего они сделаны. Мы привыкли видеть буквы на канистрах G11, 12, 13, да, и так далее. Кто знает, что это за буквы? Окисление металла. Еще? Мы просто эти буквы знаем, да, есть классно. Это вообще спецификация Volkswagen. Просто мы настолько привыкли к этим буквам, что их все пишут на канистрах. Volkswagen просто один из первых, кто начал антифриз делить на классификацию. Они прям пишут это. Toyota что-то не пишет G11, G12, да? Не видели ни разу? Я тоже не видел. А Mercedes? Я тоже не видел. BMW? Тоже не видел. Это только Volkswagen делает. Но так как они были первыми, все просто привыкли к этим буквам. Европейцы особо не заморачиваются с этими буквами. Это больше история СНГшная. Принцип работы сейчас буду рассказывать, а для себя, я думаю, вы уже на будущее запомните.
G11 антифриз, как мы его привыкли называть. Он же, кстати, к слову, это тосол. Тосол это тоже антифриз. Переводится как технология органического синтеза. Ол обозначает, что на основе спиртов. Моноэтиленгликол, ол, спиртовая основа. G11 работает по следующему принципу. Создает защитный слой, размазывает свои присадки по всей системе охлаждения полностью. Прям везде и всюду. Накрывает очаги коррозии, но ничего с ними, к сожалению, не делает. И коррозия, пока защитный слой держится, она еще сдерживается. Но как только антифриз свое уже отработал, присадки выпадают, и ржавчина начинает дальше разрастаться по всей системе. Откуда в печке в радиаторе печки грязь? Вот откуда она тут взялась вообще? Никто не задумывался. Это ржавчина. Это ваша система охлаждения, которую несвоевременно не обслуживает никто, и печка забивается. Откуда взяться там грязь? Она же закрытая. Она же не касается никаких воспламенительных процессов. Это всего лишь навсего коррозия, которая растет дальше. Антифризы класса G11, они очень недолговечны. Они служат в среднем год-полтора, 2, плюс-минус. После чего их надо экстренно менять и срочно заливать свежий. Антифризы G12+, карбоксиладные, по-другому еще их называют, и выше, работают по другому принципу. Они присадки свои не размазывают. Их присадки работают только на очаг коррозии, при этом разрушая его, не позволяя коррозии вообще появиться. Только появляется намек на коррозию, присадки коррозию вымывают сразу, и все. Поэтому бывало раньше, я красный антифриз залил, у меня там этот радиатор лопнул. Типа, плохой антифриз. Ничего подобного. Антифриз как раз сделал все, что он должен был сделать. Он коррозию растворил. А то, что ты за системой не ухаживал, оно бы тебе и так треснуло, стрельнуло бы только в трассе, к сожалению. В тот момент, когда тебе это не надо. То есть почему? Потому что металл там стал вот такой-сенький, очень тонкий. Современный G12+, карбоксиладный, прекрасно работает и в старых машинах. Не обязательно использовать для этого G11 древний. Единственный риск бывает, что если система сильно запущена, хороший антифриз, современный, разъест эту ржавчину и может что-нибудь где-нибудь потечь. Но оно так и так произойдет, рано или поздно, сейчас или попозже, это уже вопрос просто времени. Сейчас с допуском G11 он перекрывает его? Ну, для примера, я в своей гоночной машине 93-го года выпуска использовал антифризы класса G12++. Ничего там страшного не было, и он работает и охлаждает гораздо лучше, потому что защитный слой G11 это своего рода шуба. Это как, знаете, вот простыней укрывать, вот жарко вроде, да? Но ночью раз как будто бы прохладно стало. Ты простыней укрылся, тебе опять жарко. Хотя простыня же вроде. Вот это простыня. Здесь это нету простыни. Это тот случай, когда ты укрылся, но ноги высунул, такой, нормально, как говорится, задницу прикрыл тепло, а ноги высунул, хорошо, для всего тела классно. Это вот примерно тот же самый принцип. И, соответственно, G12+, карбоксиладники работают гораздо дольше. 3 плюс лет. 3, 4, 5 и так далее. Если, конечно же, это настоящий карбоксиладный антифриз. Почему? Потому что чаще всего у нас, особенно недорогие производители, что делают? Они G11 красят в красный, зеленый, какой хочете цвет. Ну, а для примера, вот привычный Volkswagen G12+, красного цвета, да? Как мы привыкли, G12 значит красный. Вот у Volvo он желтый. Вот тоже карбоксиладный антифриз. Ford оранжевый, General Motors розовый. Камацу, японцы, он вообще темно-синий, темно-зеленый, то есть непонятный такой, но он при этом точно такой же, как G12+. Антифриз красят для того, чтобы утечку видно было, что если завтра где-то начал антифриз сочиться, если он будет прозрачный, без краски, это же спирт, нету его. Краска сделана для того, он крашеный для чего? Для того, чтобы он сделал, а краска осталась. И ты такой заглядываешь, понятно, вот с помпы подтекает. Вот только для этого. Ну и для того, чтобы видно было его в бачке, чтобы не путали, что это там просто вода залита. И для того, чтобы обозначить для себя внутри компании цветовую какую-то градацию, да, чтобы тоже на складах никто ничего не перепутал. Это была основная идея в антифризе. Мы привыкли, что, не знаю, зеленый лучше, дай зеленый, у меня машина 21 года, мне зеленый надо. Остановись, глупо. Убьешь тачку просто-напросто, убьешь систему охлаждения. Плохо сделаешь, не надо этого делать.
Положено машине long life coolant, да, то есть карбоксиладные жидкости, лей. Не надо изобретать велосипед. И не экономить. Эту жидкость ты меняешь, если карбоксиладную, раз там в 4 года, в 5 лет. Слушай, ну потратить-то чуть-чуть больше, граммулечку больше, там не сильно цена-то отличается. Просто налей правильную жидкость, вот и все. Здесь понятно? Цвет не важен вообще. Можешь прозрачно сделать. Иногда бывает, что антифриз налили, где-то подогрели машину, и антифриз раз такой прозрачный стал. Краска отсоединилась. Ничего страшного в этом нет, вообще пофигу. Она выпариться даже может. Потому что это краситель. Не более того. И смешивать антифризы в этот момент. Смешивать тут один только момент был всегда. Но этого чистого антифриза G12 я давно уже не видел, настоящего чистого, потому что почти все антифризы G12+. Они прекрасно со всеми мешаются. Вопрос только в том, что когда вы в G12 плюс G11 добавите, вы испортите G12. То есть пена, вот эта вся история, выпадание фасадок, ничего не произойдет. Просто вы характеристики антифриза испортите. Ничего хорошего. То есть дальше, ну, у Яка тоже есть антифризы в полной мере. То есть есть карбоксиладные готовые, карбоксиладные концентрированные, G13 силикатно-органические антифризы. То есть, ну, это современные такие тоже. И лабридные антифризы, ну, они не сильно у нас требуются, поэтому мы их даже не возим. Далее, тормозная жидкость, мы практически закончили, даже практически уложились, почти. Делятся на категории DOT, DOT3, DOT4, DOT4+, DOT5.1. Ну, DOT5 это силиконовая старая жидкость, ее тоже, это для ГАЗ-21 Волги, например. То есть она не используется давно уже. DOT3, чтобы вы понимали разницу вязкостей, вязкость DOT3, DOT4 самая вязкая жидкость, 4,5 менее вязкая жидкость, DOT 5.1 самая современная, самая быстротекущая жидкость. То есть класс выше использовать можно, класс ниже использовать нельзя. То есть вы можете и в старом, не знаю, там, в старой Toyota, в Камрюхе можете у себя DOT 5.1 использовать, машина только спасибо скажет. Тормоза резче станут, жидкость быстрее достигает точки давления. Единственный минус, современная жидкость, она чуть больше, быстрее влагу в себя впитывает. То есть основа тормозной жидкости, она впитывает в себя влагу и, соответственно, теряет температуру кипения. Просто чуть-чуть чаще менять надо будет. Обычно тормозная жидкость меняется в среднем раз в 2-3 года. Ну, здесь край раз в 2 года, плюс-минус. Вот так понятно, да? У Яка тоже есть эти жидкости, они все силиконовые, синтетические. Racing Brake Fluid гоночная жидкость, DOT 5.1, DOT 4, DOT 4+. То есть градации есть абсолютно все. DOT 3 никому уже давным-давно не нужен. И последний блок это консистентные смазки, литолы, назовите как хотите. Делятся на консистентность, уровень. То есть чем выше цифра, тем смазка более густая. Чем ниже цифра или больше нулей, тем смазка более жидкая. То есть это пластичные смазки. Ну, литолы, шрусы и так далее и тому подобное. Мы чаще всего работаем с NLGI 2. То есть все шрусы, все литолы, все епишки, они все консистенции 2. То есть здесь у нас тоже есть продукты. Мы возим Grace HP, это черного цвета, это для шрусов смазка с молибденом. EP2 красная высокотемпературная смазка для подшипников всех. Ну, можно ее и использовать в крестовинах, где хотите, где угодно. И классический мультиплюс янтарного цвета, ну, назовите его литол, потому что на основе литиевого мыла. Литол так поэтому и называется, потому что на основе литиевого мыла сделан. Вот, а шаровые, крестовины, там, не знаю, тавотницы, да что угодно, в принципе. Да, мы не заморачиваемся смазками класса пищевого, мы не заморачиваемся там промышленными смазками, ну, как бы, не наша специфика, мы туда не лезем даже. Вот, ну, последний, это гидравлика, тут я не буду застревать, это индустрия, просто чтобы понимали, что она, как бы, есть. Вот, это, как бы, все. То есть можно и дольше рассказывать, да, потому что рассказать есть всегда что, обычно просто времени чуть не хватает. Я единственное сейчас быстренько вам всем заполню сертификаты, ну, с именем, фамилией, чтобы у вас на память осталось, что технический семинар вы, ну, такой вот проходили. Он немножко нестандартный, он отличается от других, потому что я знаю, как проводят другие лекторы по-своему, ну, часто спят. Я обычно стараюсь с ребятами общаться, да, чтобы было о чем поговорить и разговаривать на обычном бытовом языке, на том же языке, на котором вы завтра пойдете со своими клиентами разговаривать. И вот эти историю рассказать, объяснить сможете, и про беж тему затолкать. Ну и теперь увидели, как работает химия.
чтобы уже глазами увидев это, могли рассказать и предлагать. Химия это полезно. Раз, ну прибыль на два, в конце концов. Средний чек-то увеличивается. Вы же, ну, как бы, все же зарабатывать хотят. Это не вымывает деньги, это помогает клиенту продлить срок службы автомобиля и получать от него больше удовольствия. Просто то, как вы преподнесете эту информацию, ну так дальше у вас и пойдет. Я лично в своих машинах меняю при каждой замене, несмотря на то, что у машин пробеги мизерные. Я не хочу просто, чтобы у меня со временем, ну, наверное, даже не у меня, а следующего хозяина в этой ситуации, ну, были какие-то проблемы. По крайней мере, я со своей чистой совестью машину передам в другие руки. Ну, на этом все. Основное. Надеюсь, понравилось, надеюсь, что-то новое рассказал. Вот, если есть вопросы, да, можете задавать. Я параллельно давайте заполню сертификаты. По одному, ну, подойдем, фамилии, имя свои скажем. И я быстренько подпишу бумажку, она останется у вас на память. Так, что, пакуемся, да по коням надо. Не положено 0,20 Так. и 5,40. Ему дать можно, пускай добьет свой мотор или как? Ну, У если... него есть, у него все там расход уже 5,30. Тут вопрос больше в том, что в этой ситуации клиент должен быть предупрежден, что в любое отклонение от рекомендации он берет ну, всю ответственность на себя. Просто ты добиваешь его, убиваешь его. Ну, что-то типа того, да. То есть диалог как строится? Смотрите, у вас по там, требованиям, да, я вам пока вот по допускам, да, допустим, или по вязкости, вот по подбору, вам выдают вот этот продукт. То есть я как специалист не имею права отказываться от того, что требует завод-изготовитель. Если вы просите 5В40, 10В40, все эти требования, точнее все проблемы, которые могут быть после, вы берете автоматически на себя. Я здесь не при делах. Я вас предупреждал, я вам рекомендовал, вы от этих рекомендаций отказались. Ну, вы берете ответственность на себя. Ну, короче, ты доктор вообще. Вот ты с доктором споришь когда-нибудь? Вот он тебе сказал парацетамол 3 раза в день. Ты споришь с ним? Я нет. Я же не доктор. Откуда я знаю, сколько раз надо? Вот и он не доктор, ты доктор. То есть надо диалог со временем выстраивать так, но при этом ты должен, естественно, соображать в этом. То есть этому надо обучаться, надо постоянно читать, да, то есть технички изучать поболее глубоко. То есть все, что я сейчас рассказал, это так поверхностно на самом деле. То есть это надо изучать постоянно. Вот. Но если в дальнейшем вы для своего клиента станете квалифицированным доктором, он перестанет с вами спорить. Но чтобы им стать, надо постоянно что-то изучать, что-то читать, практиковаться, ну и, соответственно, квалификацию свою улучшать. То есть это очень важный момент такой. Поэтому желаю всем стать докторами в этой области. Топ-3 масла. Специалистов. Ну, для чего? Для гражданского использования? Да, ну, пожалуйста. Пусть будет Яка, Ликвимоли. Ну, матюль по цене, там, если не убираться в цену, ну, пусть матюль, да. Вольф люблю тоже. То есть, ну, уровень хороший у всех. Вольф не заходит. Почему? Не знаю, я вижу то, что он стоит на прилавке, но это не оценили. Ну, это завод крупнее, чем Яков, в 10 раз, чтобы понимал. И он, нет, Бельгия. Но, например, на Вольфе делается оригинальный General Motors. Часть оригинальной линейки в свое время Mercedes. Чуть-чуть для BMW делают. Toyota. Оригинал Toyota в пластике продаете, не заходит. Это тот же Вольф. Вот и все. Просто вижу, ПЗН распродажи делают на это масло. Ну, тут же вопрос, что надо тоже уметь с этим работать. Многие что поставили, и он стоит там в углу. И никто не хочет изучать дальше. Понимаешь, он купил и только прайс видит. А ты копни глубже, ты узнаешь, что эта корпорация размерами, это один из самых крупнейших заводов в Европе вообще. Получается, представители не работают, да? Который, ну, это те, у кого он уже стоит, не работает. Мы сами сейчас представители Вольфа, мы его год назад забрали. До этого им 9 лет занималась другая компания и ни хрена не смогла сделать, к сожалению. Ну, потому что квалификации не хватило. Мы вот год назад его только забрали. Да. Я могу сказать, охрененный бренд. У меня в Чангане Вольф залит, в Черри Яков залит. Завтра могу поменять местами, мне без разницы. Потому что я знаю оба этих продукта очень хорошо. Сам себе залью спокойно. Есть продукты в Вольфе тех, которых нету в Яко. Допустим, линейка для электричек, для новых. То есть в Яко ее просто нету, в Вольфе есть. Специальные масла для трансмиссии электричек, для системы охлаждения электричек. Даже тормозная жидкость для электричек своя. Подбор масел, сайт. Яко.ком. Самые такие. Это вы пользуетесь. Ну, я обычно яковским пользуюсь. Если совсем что-то сложное, я копаюсь по мануалам просто. А так, я все общее, все есть. Кроме китайцев. Что надо. Кроме китайцев.
Вот особенно на новых китайцев, которые появляются каждый день там, пачками. Но реально их там нету. Их нету в Ликвимоле, их нету ни в Вольфе. Их... Только Равинол прописывает. Я тоже им пользуюсь. И почему? Потому что это Равинол казахстанский. Они сами пишут этот сайт. А Равинол немецкий, там тоже нет китайцев. Равинол там еще дополнительно, который не показывает, там еще спрашивают дополнительно. Что он там спрашивает, что там пишет, когда? Ты не помнишь. Я не так часто пользуюсь. Там нельзя дополнительно, например, платить там, такого нет?